Про хорошие отношения к солдатам и разнообразное питание. Вот о чем каждый день рассказывает призванный по мобилизации Антон своей семье по телефону. На сбор у него было 2 дня. В воскресенье пришла повестка. Уже в среду мужчина отправился в Петербург на обучение. О том, как ждут дома с победой старшего стрелка-пулеметчика Анна Зубрева. Вот это вот 28 человек его провожали. Это все наши родственники, друзья, близкие. На той же неделе, когда президент объявил о мобилизации, домой Антону принесли повестку. Должность старший стрелок-пулеметчик обязывает. Мужчина служил в 2015 году в Москве. Когда папе принесли вот эту повестку, я к нему сразу же подбежала, и он мне ее показал. Я говорю, ну что, когда тебя забирают? Он начал говорить то, что типа через 2 дня. На сборы 2 дня. В воскресенье повестка. Уже в среду Антон отправился в Петербург к месту обучения. С семьей общается каждый день по телефону, рассказывает про хорошие к солдатам отношения и разнообразное питание. Алло. Антоша, привет. Ой, привет, родная. Ты как? Ничего, хорошо все. Как обстановка у тебя? Все спокойно, все хорошо. На учебе? Да, сейчас пообедали, сейчас двинемся на полигон. Мы так соскучились уже по тебе. Я тоже Очень сильно соскучились. Полина, супруга Антона, не чувствует себя брошенной. Оставленная с детьми, со всеми бытовыми хлопотами 1 на 1. После тяжелой операции на позвоночнике сама она не может заготавливать дрова. С криком о помощи обратилась на горячую линию, которая была организована по поручению Владимира Уйба. Сказали, что сколько вам нужно дров и так далее и тому подобное. Я сказала, мне сразу же привезли. Они нашли волонтеров, то есть все сами. Как бы я ничего здесь не решала. Мне только поступали звонки, ежедневные звонки с администрации, с экономического отдела, социальной службы. То есть, конечно, вообще поддержка и здесь колоссальная. Тыл, как и обещала, взяла на себя республика. Мужьям, братьям, сыновьям волноваться не о чем. Дома их ждут и неиссякаемо верят в победу. В победу, конечно, верю. Я тоже патриот. Я верю в победу. И я знаю, что это было сделано, все не просто так. Поэтому думаю, что да. Думаю, что это просто какой-то такой ход у нашего президента. И я думаю, это он все правильно сделал. Потому что военные, которые там, их надо тоже заменять. Полина говорит, когда Антон узнал, что его призывают, ни на миг не задумался об уклонении. Был сразу морально готов с достоинством и честью пройти службу. Анна Зубрева, Антон Булаев, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.